Продолжаю писать карту дня на 5 февраля. На понедельник смотрим следующие 6 знаков. Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки будут в этом видео. Если вы свой знак не услышали среди названных, тогда вам нужна первая часть. В первой части остальные 6 знаков. Под этим видео есть ссылочка на нее. Смотрим дальше. Весы. 5 февраля, понедельник. Покажите мне, что у них будет в понедельник происходить. Шарики. Первое событие, которое я увидела, это хорошие новости вы получите. Любовь. Ну вот точно, день любви. Почти у каждого знака, да, какие-то хорошие события, связанные с личной жизнью. Деловое общение, какой-то деловой разговор. Гости. Удача, подкова. Удача. Цветочек нельзя, жаль. Якорь. Так, здесь нет. Проверяем теперь, что у нас по горизонтали, вертикали. Да, есть еще новость. Смотрите, весть какая-то приходит. Ну, шарики могут показывать, что эта весть будет позитивной, да, то есть какой-то положительной. Либо это будут две разные новости. Может еще и так быть. Ну и здесь интимную связь нельзя, а здесь я не вижу совпадений. Получается, в этот день у вас все хорошо в личной жизни, любовь. Может быть деловой разговор, может быть какое-то общение с гостями. Вы пойдете в гости, гости придут к вам. Хорошие новости, получение информации, но вот это, скорее всего, в электронном виде. То есть это смс-ка, письмо на почту может приходить. Поэтому тут вот новость такая электронная. Может быть, там по телевизору, да, там или в Ютубе что-то услышите, узнаете. Удача, везение на вашей стороне. И якорь показывает, что вечером вы можете где-то надолго заякориться. Да, то есть, грубо говоря, весь вечер провести в одном месте. Может быть, в гостях, например. Да, то есть, или дома, да, то есть к вам приходят гости, и вы там весь вечер сидите дома, грубо говоря. То есть якорь – это всегда такая вот остановка надолго. Так что все события, в принципе, хорошие выпали для вас на понедельник. Благодарю за внимание, весы. И я перехожу дальше к скорпионам. Смотрим, скорпиончики. 5 февраля. События дня для скорпионов. Так, первое событие у вас это застолье. В понедельник может быть. Луна. Событие, которое повторяется каждый месяц. Болезнь. Тут знаете, как может проиграться, то есть какие-то процедуры, возможно, вы делаете, допустим, или раз в месяц, или через какое-то определенное количество времени, допустим, там каждые 3 недели, каждые 3 месяца. То есть Луна показывает цикличность. Цикличность связанная, да, то есть со здоровьем.
Корона. Это общение с представителями закона, власти. Это, кстати, может быть врач, например. Дерево. Приглашение. Приглашение к врачу. Иногда болезнь выпадает, например, мы просто записываемся к врачу, да, то есть и болезнь, да, то есть показывает, что в этот день вы контактируете там с каким-то образом, да, с медициной, с сотрудниками больницы, может быть, даже так. Тайная встреча. Новости. Опять же, новости в электронном виде. То есть вы получаете по телефону, по почте. Здесь не вижу. Значит, что я нашла для вас? Показывает, что в этот день может быть застолье. Ну, или если не застолье, то просто где-то хорошо посидите. Дальше может быть событие, которое постоянно повторяется с вами. Общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Новости, тайная встреча, приглашение и тема здоровья будет проигрываться. Ну, здесь вариантов миллион, да, то есть как может проиграться. Может что-то болеть, можете заниматься, да, то есть какими-то процедурами, можете общаться с медработниками, да, как я вам уже рассказала. То есть тут вариантов миллион, скажем так. Благодарю за внимание, скорпиончики. Перехожу дальше к стрельцам. Смотрим стрельцы. Пятое февраля, понедельник. События дня. Стрельцы, смотрим, что у вас. Ключик у вас выпадает. Ключ показывает, что все в ваших руках в этот день. Все будет зависеть от вас, от вашей активности. Может быть разочарование, печаль. Колодец, да, то есть это сильные, глубокие переживания. Сейчас посмотрим, может быть, покажут почему. Смотрите, рядышком с ключом выпадает событие деньги. Да, то есть у вас открываются двери, например, в получении каких-то финансов, в какой-то покупке, может быть, появляется возможность, шанс что-то купить. Может быть, хорошая скидка, например, там на какой-то товар, который вы давно хотели. Конвертик. Конверт показывает получение. То есть вы можете получать в этот день посылку, получать какую-то информацию, получать документ. Так, и смотрим, что у нас здесь. Колебания, сомнения есть по горизонтали. Общение с друзьями есть по горизонтали. Здесь нет. И есть еще колокольчик. Практически весь ряд, да, переместился. Так, значит, теперь смотрим, что у нас по вертикали. Да, что здесь? Здесь нет вроде бы. Нет, нет, нет и нет совпадений. Получается, перед вами открываются двери, появляются какие-то шансы. Возможно, будут какие-то финансовые операции в этот день. Получение чего-то, возможно, получение денег, да, то есть как вариант. Пустые разговоры, общение с друзьями, сложный выбор. Два варианта, и вы между ними будете колебаться, сомневаться. И какое-то очень сильное разочарование. Почему? Непонятно. То есть не выпали ни конфликты, ни обманы, ни ссоры, ни ловушки, ничего такого не выпало.
Поэтому, возможно, знаете, как еще как вариант, в разговоре, может быть, будет какая-то тема, которая может вас расстроить. Или, допустим, человек расскажет какую-то новость о себе, опять же, которая, да, то есть вас расстроит. Может быть, это вас лично касаться не будет, как вариант, еще вот так. Так что вот такая информация для вас выпала. Благодарю за внимание, и я перехожу дальше к козерогам. Козероги. Пятое февраля, понедельник, козероги, события дня. Смотрите, друзья, первое событие – дружба, общение, встреча с друзьями, переписка, слезы. Ну, то ли вы там будете смеяться до слез, то ли, возможно, какая-то ссора с друзьями, какая-то новость неприятная от друзей. Это что вас может довести до слез. Казенный дом – это посещение госучреждения. Так, ключик. Ключ. Ножницы, решение вопроса. Решится вопрос в госучреждении, возможно. Это сочетание хорошо показывает, если вам в этот день, допустим, нужно брать какие-то справки, то вот хорошо проигрывается, да, то есть в казенном доме вы себе отрезаете листик, да, то есть листик это как какой-то документ, ну, документ, справка, бумажка какая-то. Еще есть цыпленок, общение с детьми. Так, смотрим, значит, шарики нельзя. Здесь вроде бы нет. Нет. Нет и нет. Горизонтали, вертикали нет. В произвольном порядке, да, то есть диагоналями никак не соединять нельзя по правилам. Ну, например, вот удачу нельзя. Нельзя соединить там корону. Ну, много чего, да, то есть как бы нельзя, там конвертик нельзя. Значит, смотрите, что получается. Общение с друзьями в этот день, посещение госучреждения, решение какого-то вопроса. Ключ показывает, что все в ваших руках. Да, вот как вы запланируете, как вы захотите, так и будет. Да, то есть будете действовать, будет результат. Не будете действовать, соответственно, ничего не получите. Общение с семьей, с детьми и слезы. Да, вот единственное негативное событие — выпало слезы. Но опять же, слезы иногда бывают и слезы радости, например, от того, что решились какие-то вопросы, да, то есть мы очень радуемся. Или там смеялись до слез с друзьями, тоже вот может быть. Поэтому я не могу сказать, как у вас проиграются слезы. Плюс-минус. Ну, будем надеяться, что плюс, так как все остальные события очень хорошие выпали. Благодарю за внимание, козероги. Перехожу к водолеям. Водолейчики, смотрим. 5 февраля. Ой, разбежались. 5 февраля, водолеи, события дня. Смотрим, водолеи. Это ваш день. У кого-то из вас может быть день рождения в этот день. Я вас поздравляю, если вдруг так совпало.
Сейчас посмотрим, что этот день вам приготовил. Пока ничего не вижу. Ага, ну есть одно событие, нерешенный вопрос какой-то. Может быть, у вас в понедельник. Исполнение желания, это хорошо. Прекрасно, цветочек. Дорога еще может быть, поездка, машина выпадает. Так, и проверяем горизонталь, вертикаль еще. Сейчас, может быть, тут что-то еще есть. Какие-то события. Розу нельзя, а здесь нет. Значит, смотрите, что я нашла. Нашла только 3 события для вас. Первое показывает, что может быть поездка в понедельник. Второе событие показывает, что будет исполнение желания у вас, да, то есть очень хорошо. И третье, нерешенный вопрос. То есть если вы планировали в понедельник решать какие-то вопросы, карты говорят, вопрос не решится. И сами ножнички, да, то есть решение вопроса выпало очень далеко друг от друга. То есть, скорее всего, что этот вопрос решится не скоро. Нашла еще якорь. И также у вас еще, смотрите, по якорю, возможно, первая половина дня, как будто вот ничего не будет происходить. Якорь — это когда мы где-то заякоримся, да, то есть на 2-3 часа, и нету активности. То есть у вас такая основная активность будет во второй половине дня. Ну, вот такие события. Так что, если вдруг вопрос не решится, не расстраивайтесь. Ну, вообще, конечно, на понедельник лучше, никогда, да, вот вопросы не решать в понедельник. Потому что день Луны, да, то есть всегда какие-то вот начинаются проблемы. Так что начинайте планировать решение вопросов со вторника. Вторник — хороший день, пятница, четверг, среда. Ну, в принципе, любой день, да, то есть у каждого дня есть своя особенность, но не понедельник, скажем так. Благодарю за внимание. Переходим к рыбкам. Смотрим. Рыбки, 5 февраля. Рыбки, 5 февраля, понедельник. Верность. Книга «Посещение госучреждения. Казенный дом». Общение с друзьями. Радость. Нерешенный вопрос. Цепочка. Ключик. Все в ваших руках. Так, смотрим здесь. Хорошие новости еще есть по горизонтали. Шарики. Здесь нет. Ну, по вертикали не вижу совпадений. Получается, в этот день, в принципе, день неплохой. Получается, что у вас гармоничные отношения в паре, посещение госучреждения, общение с друзьями, хорошие новости, радостное настроение,
открытые двери возможностей, да, то есть ключ. Все, что хотите, то все у вас может получиться. Но вот единственный минус – это нерешенный вопрос. Но опять же, если выпадает ключ, то он обычно говорит, что у вас даже и этот вопрос, да, то есть есть вероятность решить. То есть очень многое будет зависеть от вас. А ну подождите, сейчас я посмотрю, где у нас ножницы. Одна и вторая половинка. Они выпали по периметру, получается. Ну, в ближайшее время этот вопрос может решиться. Допустим, если вы в этот день не прикладываете усилия для его решения, то в течение нескольких дней он должен решиться, да, как бы сам по себе, по идее. Так что вот такая информация для вас, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.